В оккупированном Китаем Восточном Туркестане существует множество законов, защищающих ханьцев от любой несправедливой и незаконной практики. Однако не существует законов, защищающих уйгуров. 14 января китайские СМИ Сайшин Network раскрыли случай с участием сотрудников службы общественной безопасности в провинции Илий Уйгурского района. В длинном письменном отчете по этому делу описывалось, как 8 полицейских пытали китайского преступника до смерти, используя различные жестокие методы, чтобы заставить его признаться. Однако вскоре отчет был удален с веб-сайта. Это привело к массовым беспорядкам в социальных сетях как внутри, так и за пределами Китая после удаления отчета с сайта. В комментариях в социальных сетях китайцы заявили, что инцидент показал, насколько мрачной и жестокой была китайская судебная система, и уйгуры задали вопрос, что случится с миллионами уйгуров, если китайская полиция будет так жестока по отношению к своим этническим китайским гражданам. Выступая по этому поводу перед уйгурской службой РФА, свидетель концлагеря Амар Бекали заявил, что китайская полиция не обращалась с уйгурами и другими тюркскими народами по-человечески, а пытала их немыслимыми и жестокими способами. Китайский режим пытается обмануть мировую общественность по поводу полного закрытия лагерей или, как их официально называют, школ профессионального обучения в Восточном Туркестане, хотя реальная ситуация показывает, что лагеря никогда не закрывались и таким образом разоблачают ложную пропаганду Китая. Как сообщает радио «Свободная Азия», секретарь, отвечающий за город Суйдунг и его окрестности в провинции Илий, район Коргас, подтвердил, что несмотря на завершение процесса закрытия 40-50 ранее существовавших концлагерей, во многих местах все еще действуют действующие объекты. 17 января члены Сената США, в том числе Марко Рубио, Тим Кейн, Джефф Меркли и Маша Блэкберн, направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену. В письме Блинкена попросили подробно рассказать о геноциде и преступлениях против человечности, совершенных китайским правительством в отношении уйгуров, в частности, во время универсального периодического обзора деятельности Китая в области прав человека в ООН. Стартовала первая пилотируемая космическая миссия Турции. Ракета «Фалькон-9» с турецким астронавтом Альп Гезервачи была запущена в космос. Вместе с марсоходом в капсуле «Драгон» находятся полковник ВВС Италии Вальтер Вильдей, шведский пилот Маркус Вант и отставной астронавт НАСА, гражданин Испании и США Майкл Лопес Алегрия. Турция впервые выполнила пилотируемую космическую миссию 44-летним бывшим пилотом ВВС Гезервачи, отправившимся в космос. В Сенате Казахстана предложили вместо празднования Нового года отмечать Навруз, который знаменует приход весны и занимает важное место в тюркском мире. На заседании Сената 18 января 2024 года депутат парламента Казахстана Али Бектаев предложил отмечать Навруз вместо Нового года. Представитель Министерства здравоохранения Палестины в Газе Ашраф Кудра в своем заявлении сообщил о нападениях Израиля на сектор Газа, которые продолжаются уже 104 дня. Число палестинцев, убитых 7 октября 2023 года, увеличилось на 172 за последние 24 часа до 24 620 человек.